Уважаемые сограждане, в канун второго тура выборов хочу обратиться ко всем вам. Все мы один народ, народ страны Абхазии, абхазского государства. Все эти дни мы видим, какой поток грязи и лжи льется со многих интернет-ресурсов, каналов, средств массовой информации на часть абхазского общества. Я очень бы просил вас не поддаваться никаким провокациям, не тем провокациям, которые нацелены на межнациональную рознь, не тем провокациям, которые нацелены на дискредитацию одного из кандидатов. Наши кандидаты представляют народ Абхазии. Да, на мой взгляд, кто-то позволяет себе больше, кто-то позволяет себе меньше, но сегодня сложилась такая ситуация, что беспрецедентный поток лжи и дезинформации льется на Абхазию. И все это преподносится как попытка создать благоприятные условия для выбора одного из кандидатов. Создается впечатление, что мы, народ Абхазии, не понимаем, что такое правда, и ее нам насильно хотят навязать. Такого никогда не было и никогда не будет. Мы в состоянии осознать все свои выгоды. Мы понимаем одно: будущее Абхазии находится в руках нашего народа. Очень прошу всех, кто представляет разные этнические группы, это не только абхазы, здесь с нами проживают русские, армяне и представители многих национальностей. Не надо поддаваться на провокации, не надо говорить о том, что кто-то кого-то оскорбил и обидел. Такие факты есть, они были всегда, и они, к сожалению, будут. Но масса нашего народа живет сегодня по-братски. Вы посмотрите в наших смешанных селах. У нас одни свадьбы, одни похороны. Мы находимся вместе, делаем все для того, чтобы наша страна развивалась. Мы не можем себе позволить, чтобы нас разделили по этническому принципу. Я очень прошу вас ответственно подойти к выборам. Никогда в Абхазии не бывало, чтобы одна этническая принадлежность влияла на выбор кандидата, чтобы 90 с лишним процентов шло и голосовало за одно из кандидатов. Хочу привести пример. В Великой России Владимир Владимирович Путин получил 76,69% от русского народа. Президент России обладает сегодня огромным доверием в своей стране. Посмотрите, что произошло у нас. В некоторых отдельно взятых селах более 90-95% проголосовало за одного из кандидатов. Это говорит о том, что на это население было оказано давление, население вводили в заблуждение, всякого рода фейки о том, что один из кандидатов находится в Стамбуле, якобы он фотографируется с Эрдоганом и так далее. Вы же прекрасно понимаете, что все это вранье. Однако некоторые из нас идут на эти вещи. Я очень вас прошу, давайте будем вместе в своем выборе, в своей жизни, в своем видении будущего. Давайте ответственно подойдем к этой ситуации и распределим свои голоса так, чтобы была возможность реально определить, кто из кандидатов пользуется доверием народа.